Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время самых важных гостей и обсуждения наиболее важных для Крыма, всей Украины и человечества тем. Сегодня у меня гость, появление которого в этой студии мы ждали с того момента, когда переехали в Киев вынужденно, и началась блокада Крыма 6 лет назад, и одним из ее главных требований, там было 5, что ли, требований, первым даже было освобождение Олега Сенцова. Олег, привет. Здравствуйте, с удовольствием пришел, я здесь уже был. Я знаю, только не совпало, не у меня. Да. Я что хочу сказать. У меня есть главный вопрос, который меня долго мучил, и хочу тебе задать. Я никакой информацией не владею. Как твоя мама? Мама, все хорошо. Она переехала в Крым через несколько месяцев после меня. Дочка уже была здесь, потом приехал мама, потом переехал сын, и мы здесь уже живем почти 2 года. С мамой живешь? Конечно, да. Какой ты счастливый. Я счастливый человек, потому что с утра блинчики, в обед борщ, она вышла вкусная, и поэтому мы просто прожили эти 5 лет в разнобой, потому что там разные были семейные обстоятельства, получается. Ну, я был в тюрьме, мама жила в селе, дочка жила у моей сестры, а сын со своей матерью. И вот, наконец, мы все встретились и живем вместе, и нам очень хорошо. Сейчас там немножко по здоровью проблемы, но ничего, подлечиваем, там уже 77 лет, но чувствую себя хорошо. Вот. Она съездила вот в этом году в Крым на 2 месяца проведать, там у нас же дом остался, дом, могила отца, там надо все равно навещать. Проблем, слава богу, никаких не создали ей, нормально въехали, выехала. Вот. И, конечно, у нее после того, как она пожила здесь, приезжает туда, она просто в шоке, она ни с кем не может общаться, говорит, просто все какие-то сошли с ума, говорит, все бегают, как бы что-то говорят про Украину, какие-то страшные вещи, там какие-то, которые она здесь не видит. Соседи? Да, соседи, простые люди в деревне, которые, она просто когда жила там, в оккупации, в этом информационном пространстве, скажем так, она думала, может там, да, на самом деле все так, раз все говорят, да, поживши здесь, увидев, как все на самом деле обстоит, спокойно все живет, приехала туда, это ужас, какой-то дурдом. Вот, кстати, классический пример того, что делает российская пропаганда, даже с людьми, которые потенциально ей не подвержены. Да. Если 40 раз статью говорить одно и то же, человек начинает, их задача заронить сомнения. Когда все, слушайте, я был тоже, пусть в тюрьме это своеобразная среда, скажем так, но это все равно среда сообщества, то есть, скажем так, было люди там, профессиональных преступников там не так много на самом деле, большинство все люди простые, которые что-то там совершили, попали в тюрьму, либо ничего не совершили, таких тоже в России очень много, я такой не один там был. И интересно с ними общаться, потому что большая часть вот такая вот, она болваненная абсолютно, они аполитичные, но при этом вот какие-то вот из них, начинаешь с ними говорить, из них как выскакивает, как вот такие вот... Как стихи из ребенка, да, все такие тын-тын-тын, все там про Крым, про Майдан, все они, про фашистов, нацистов, это все они очень сразу быстро говорят. И думаешь, откуда? И начинают мне люди рассказывать, как там было на Майдане, как было в Крыму. Говорю, ты сидишь в тюрьме 10 лет, откуда ты все это знаешь? По телевизору сказали, там же врать не будут. А по всем телевизорам одно и то же, по всем каналам, как ни включи, 40 там одно и то же говорит. В неделю, кажется, у них выходит только на федеральных каналах. Там федеральные, все остальные, которые там нет независимых каналов, все как бы. Да я даже не про это, я про то, что там все время про Украину с утра до вечера. Да, это было потрясающе, потому что все как считают, что ты сам мало знал, я мало знал правды, но про Украину слышал очень много. Они берут картинку с украинских телеканалов, потому что своей картинки мало, никого ж не пускали практически, да, всех выгоняли оттуда. Они брали украинскую картинку и давали свои комментарии. То есть практически там, что говорят украинцы, они там выдергали 1-2 фразы, остальное свой текст забивает, свою эту информацию, флешку свою вставляет. А я как делал? Там, во-первых, не везде есть телевизор, не везде они хорошие. Подходил поближе и читал бегущую строку, которая была с украинских каналов. Я вот так брал новости, потому что бегущая строка часто используется. Какое-то предложение, какую-то фразу, хоть чуть-чуть там что-то урвать. Интересно, да, когда твоя свобода ограничена, как Бродский говорил, это тюрьма, это суженное пространство, помноженное на бесконечность времени. Это отличная фраза. Отличная фраза. Он недолго был в тюрьме, но он все это хорошо описал. Я хочу напомнить нашим зрителям, что это прямой действительно эфир, и вы можете звонить, и телефоны на ваших экранах, и в скайпе, есть и вайбер, с любой точки мира задавать вопросы Олегу Сенцову. И, кстати, про маму тоже спрашивали, писали в комментарии. Привет, я огромный передавай. Спасибо большое. Просто я не так люблю говорить про свою жизнь, показывать, все хорошо, дети со мной, мама со мной, все счастливы. Спасибо большое, кто беспокоится.
все тут. Она просто, слава богу, это самое главное, потому что она герой на самом деле. Первый герой этой истории, кроме тебя, ей это сильно мама, досталось, ей сильно очень досталось, конечно, и она тоже не говорила. Там, когда меня посадили, по всем каналам начали про это говорить, про террористам, все дела, и было очень тяжело. Я как ходила у себя с поднятой головой, так и стала, никого не боялась. И, конечно, для нее очень сильно раскрылись крымские татары, с другой стороны. Вообще, говорит, я не ожидала такой поддержки просто. Что у меня татар, все мы живем в какое-то общество, тем более Бахчисарайский район, там много. Как-то они никогда не были в близком круге. И вот они все, когда все остальные, скажем так, немножко отслонились, они пришли, какие-то незнакомые люди, приходили. Там дело не финансовой поддержки тоже была, и копейка тоже, бывает, помогала сильно. И я за это очень благодарен. Там и поддержка моральная. Ты понимаешь, что ты не один, и понимаешь, что все, наверное, не так, как им ей говорят здесь по телевизору. Тоже что нашей связи никого не было. Первый год вообще никакой с ней связи. И поэтому я за это очень благодарен всем людям, которые приходили и что-то приносили там, и главное, приносили тепло и поддержку, потому что солидарность, это было очень сильно. Но мы, правда, за тебя сильно переживали. И, кстати, среди тех, кто приезжал к маме твоей, был Нариман Джилял. Да, я знаю. Нариман, которому, знаешь, они как под кальку практически. Я не знаю, та ли самая статья ему вменяется, но что-то похоже. У нее диверсия. Срок такой же. Тяжесть статьи такая же. У них 3 стандартные схемы. Терроризм, диверсия, шпионаж. Все наши сидят в этих статьях. Экстремизм еще, наверное. Это уже такая добавочная. Экстремизм много не дадут. Да, там она идет в довесок обычно к чему. Потому что все статьи страшные, большие, потому что нет сейчас уголовной статьи политической, там 56. При Сталине было честнее, на самом деле. 56-я, все, ты политически все понятно. А сейчас нет, и ты тебя там замарывает, понимаешь, замарывает. Пытается, слушайте, какой диверсант Нариман Джилял? Все понимают, за что его задержали. Так они, наверное, знаешь, они специально так делают. Они даже ничего не подкинули по поводу. Значит, они сведения просто выбивают либо показания пытками, либо если отказываются от показаний, они закрытого свидетеля приводят. Подкинуть, там, патроны, гранаты. Даже ничего не подкидывали. Что-то должно, потому что диверсия без хоть какой-то железяка должна быть. Ты отстал от жизни, правосудия российской, обходится без этой фигни, как доказательство. Нет, это такая калька, понимаешь, это такая калька просто, и это касаемо не только, скажем так, украинцев. Они же много воюют внутри страны с тем же Хизбут Тахрир. Так они все перенесли, все практики оттуда. Да, оттуда они, потому что это уже давно. Я много с этими ребятами пересекался, с разными. Там с 2 видел, как они делали тоже под 9 мая, задерживали людей, потом на 9 мая делали их задержание под камеры, что-то подкидывают, и все, вот, пожалуйста, террористы, диверсанты, которые хотели, вот та же схема, которая была у нас. Обвиняют его в тяжком по их кодексу преступления, 20 лет тюрьмы, фактически это дежавю с тобой, фактически, да. Все одно и то же, за одним исключением, что он не режиссер, и о нем столько, наверное, говорить не будут, потому что публичные люди говорили много о тебе, потому что они коллегой тебя считали. Есть такое. Слушайте, тут мы не знаем, как оно будет получаться. Я хотел спросить, что нам делать. Может, у тебя, как у режиссера, есть какие-то креативные идеи, что нам делать, чтобы это в тонусе держать, чтобы добиться в итоге? Многие спрашивали, когда я вышел, а что же делать? Я говорю, мне трудно, потому что я оттуда, из середины, получается. Я не знал, что вы делали тут. Но тут делали все. Знаешь, прям реально все. Что вот только кому в голову приходило, то и делали. Я понимаю. Сейчас немножко в этом плане трудно, потому что долго вся история длится, получается. Да, я понимаю, что вот нам, которые с 2014 года сидели, нам было легче, у нас уже была такая история уже именно битая, получится. И Путин всех, которые с этими именами, как горячая картошка, он скинул их с рук, знаете, вот все, это забирайте, это проблемные ребята, токсичные. А вот их наберем новых, и еще наберем сотню, если надо, 300 тысяч татаров в этих потенциальных заложниках, они есть. А люди все равно устают. И здесь, и там. Это правда. Есть информационная усталость. Потому что я только переехал на эфир, у нас 2 часа назад закончилась акция по Владимиру Дудке, который сидит с 2016 года в Севастополе, который был моряк, ушел на пенсию, остался в Крыму, сказал, я не уеду, еду из Крыма, потому что должны остаться здесь наши. Задержали их там 3. Он, Штыбликов и Бессарабов. Там тоже диверсанты, им дали, по-моему, по 16 лет, а Штыбликову дали 5. Потому что он завершил досудебку. А сейчас снова привезли в Лефорт и шлют ему новое дело. То, что даже сделал досудебное соглашение, еще тебя ни о чем не освобождает. Их тоже пытали. Вот то же самая схема с Нариманом.
ток, мешок на голову, ток и... Это пытали людей, которых задержали вместе с Нариманом, чтобы выбить у них показания на него. Это все одна и та же. Потому что задержат группу, пытают всех и найдут того, кто самый слабый, кто даст показания на остальных. А когда есть такой человек, досудебщик, все уже просто. Он идет отдельно, ему дают там 5 лет, и все остальные на его показаниях Скажи мне, как ты лично, как человек, который не дал никаких показаний, да, против тебя дали, а ты не дал, как ты относишься к людям, которые дают показания лживые? Под пытками или там, под угрозами? Пытки долгие выдержать невозможно. Никто не выдерживал долгие пытки. Я общался там с человеком, который там в лесах Кавказа там воевал там 10 или 15 лет, который был очень матерый такой командир. Из чеченских? Он да. ингуш. Ингуш, они участвовали в захвате Нальчика, то есть там у них серьезные боевые операции, получается, были. И его задержали, и ему дали 2 пожизненных срока. Его там пытали страшно, и он держался месяц по нему. Потом он уже дал показания, понимая, что все могли раскрыться, и давал какие-то показания, чтобы это просто прекратилось. Потому что проблема в пытках не то, что это больно, страшно и неприятно, а то, что это продолжается бесконечно, потому что оно не заканчивается. Ужас без конца. Да, ужас без конца, и ты хочешь, чтобы оно прекратилось. И, я с многими общался, которые подвергались намного большими пытками, чем я. У меня была одна страшная ночь, она самая тяжелая, потому что она первая горячая. Они сразу гасят, да? Они сразу гасят. Они даже ничего не спрашивают, сразу тебе начинают ломать, а только потом начинают спрашивать. Сначала ломают, потом спрашивают. Вот. И поэтому это самое тяжелое. Если ты вот первый продержался, это несколько часов, потом уже легче. Но потом начинается дистанция. И на дистанции очень тяжело. И все ломаются. Это, если меня пытали месяц, я бы сломался однозначно. То есть это без вариантов. То есть ты либо умираешь, либо даешь показания, чтобы это все просто прекратился, ужас. Поэтому до людей, которые это сделали, которые либо хроманули сразу, например, да, там Афанасьев, Чирни, они сразу хроманули. Кто-то продержался там дольше, кто-то через неделю, через 2, через месяц подписывает. Я отношусь с пониманием, что знаю, как это. То есть, если бы я это не проходил, я бы мог сказать, слабаки, пойдите там, посидите в этом подвале, я вас посмотрю. И это очень тяжело, и поэтому я отношусь к этим пониманием. Тем более, если потом он выходит и говорит, вы знаете, меня запытали, меня предложили, я подписал, но я от всего отказываюсь, и начинает выходить, как делал, например, Афанасьев. Это уважение у меня вызывает, потому что человек осознает свою ошибку, осознает свою слабость и про это говорит. Поэтому такого прям, что презрение там и все, нет, слушайте, это тяжелая ситуация. С кем из своих подельников ты общаешься? С Кольченко только. А как он? Сашка, он как-то ушел с радаров. Слушайте, я бы сам с удовольствием ушел с радаров, занимался своим делом и не занимался это дело. Просто я не могу, я понимаю, что у меня какой-то груз ответственности есть, потому что в меня много вкладывали, я должен сейчас отдавать, получается. Я отдаю как могу, в первую очередь сосредотачиваюсь на борьбу с Россией и политзаключенные. Сашка работает, и все, у него там девушка, если он с девушкой живет, все у него нормально. С Афанасьевым нет? С Геной нет. У меня нет к нему претензий, и даже к Чирню нет претензий. Как-то общаться нет желания. В общем-то, я могу понять, почему. Он вел себя омерзительно здесь, говорил гадости про многих людей, крымских татар, клеймил там, и бог с ним. Я не хочу судить. Да, пусть живет как хочет. Да. У нас есть нормальные враги, слава Богу, есть у нас враги, значит, есть, наверное, друзья. Друзья, наверное, есть. Кого ты считаешь своим друзьям? Хороший вопрос, кстати. Это очень хороший вопрос. Но, скажем так, все друзья, которые со мной были до того, как я стал известным, и они остались со мной практически. Серьезно? Все. Не было предательств? Нет. Это имеешь в виду крымских людей? Да. Они все либо выехали, меня предали все, кто в Москве либо со мной остались там. Ты был в Москве, все-таки Москва это не Крым, понимаешь? Все практически близкие. И даже был человек один, который принял Россию, но меня не предал, он делал никаких показаний против меня. И поддерживал меня и мою семью очень сильно, на личном плане. То есть это было такое интересный опыт. Плюс у меня было много друзей здесь и киношников украинских, которые, может быть, не были такими мне прям близкими друзьями, которые мне все 5 лет за меня боролись. И я им благодарен. Мы сейчас дружим. Люди с Майдана, которых я знал на Майдане, познакомился тоже. Автомайдан там. И просто простые активисты. Там, куча людей. То есть, понимаешь, это уже такое братство, понимаешь, которое вот ты с Майдана, все, ты знаешь его с Майдана, все. Это ничем не перебить. Это ничем не перебить, да. Хотя люди тоже курвятся. И это правда, не выдерживают это давление власти
денег. Но если он был на Майдане, и ты знаешь это, и ты его видел, либо просто знаешь, что он точно там был, это такое братство, которое трудно разорвать на самом деле. Это правда. И есть люди, которые появились потом, и сейчас есть, слава богу, друзей хватает, много, и это хорошо. Знаешь, как интересно, вот когда, это был, наверное, 2-й год твоего сидения, когда вышел фильм про тебя, вот этот документальный? По-моему, это как раз был, 16-й год, Куров же снимал. Да. Он тоже не хотел кино снимать, просто приходил, поддерживал, начал что-то снимать, у него начала расти идея, и он сделал этот фильм. Я его сам не видел, то какой-то кусочек видел. Я тебе лучше скажу, его никто не видел целый год. У меня киношники, это, видимо, какие-то особые люди. Да. Я хочу разобраться с вами. Так. Вот по-серьезному. Вот ты сидишь в тюрьме. Приходит человек, снимает про тебя фильм документальный. И год он его не показывает, чтобы показать на фестивале. Вот это что такое? Я человек прямой, я был в Эстонии с ним, я задал вопрос, глядя в глаза, говорю, что вы делаете? Этот фильм должен смотреть весь мир, это должен быть открытый YouTube, переведен на все языки со всеми титрами, потому что человек может умереть хоть завтра. Какой фестиваль? Он говорит, у нас продюсеры, у нас права, там у нас копродакшн. Это что такое вообще? Слушай, это правда? Ты мне сейчас скажешь, что меня, покажи носорога, я не могу, у меня продюсер, копродакшн. Носорог художественный фильм, мы еще вернемся к этой эстетике 90-х, я просто... Я понимаю Аскольда и не сужу, потому что, слушайте, есть определенные там правила игры, и они сделали все, что можно было, чтобы это пошло хорошо. Я ему говорю, поговори с продюсером, с теми людьми, которые ко-операции, чтобы он в этом случае дали исключение. Но все равно его показали не сразу, очень не сразу. И я думал, знаешь, что сразу я буду говорить Сенцов. Вот фильм посмотрите, и все. Это же важно. И теперь Нариман. Вопрос, что делать? Да. Во-первых, это говорить. Потому что... ты готов про это говорить? Я говорю про всех, и всегда, я говорю, вот на столько людей такая-то проблематика, не распределяя их там на крымских татар, украинцев, либо тех, кто на Донбассе. Все, вот у нас только полпленных, и пример, вот такой человек. Про Сервета Газиева тоже мы рассказывали. Да, который избили недавно. Это вообще страшно, это такое страшное унижение для мусульман, потому что я сидел с мусульманами, я знаю, какая-то идет борьба. Когда бреют наголо. Да. Когда бреют наголо, да. Эта борьба идет за свою веру, получается. А в тюрьме, понимаешь, есть определенные законы. Веру никто не может тронуть. Да, никогда. По крайней мере, раньше так было. И это и осталось. За национальность, за политические твои убеждения, за веру никто тебя никогда не тронет. За преступление, да. Ты убил ребенка. Какой бы ты ни был мотив. Все, ты беспредельщик. Ты там изнасиловал женщину. Какой бы ни был мотив, ты уже едешь в определенный угол. Если ты там какой-то совершил другую вещь, ради чего, это твое личное, нас это не касается. Есть такой-то вот уклад, он остался, он не меняется. И поэтому надо про это говорить. Говорить на всех площадках. Говорить об этом должны те люди, такие как ты, которых априори слышат. И нам надо пул этих людей как-то увеличивать, понимаешь, известных в Украине, в мире. Я не могу сказать про всех, я могу сказать про себя. Вот где бы я ни был, где бы на фестивале, на какой-то встрече, где-то есть, кому есть что сказать, есть у меня как микрофон, если есть камера, я всегда свожу на это разговор. Всегда. Это короткий месседж, 2 минуты, но можно его дать, чтобы он постоянно был, делал это постоянно. Смотри, действительно люди не делятся совсем на национальности, и я никогда не буду относиться к кому-то лучше из-за того, что он крымский татарин или украинец или кто-то другой. Просто по факту в Крыму удар идет в первую очередь по крымским татарам. Да, но я поэтому хотел сказать, что преследование Наримана, оно имеет цель же не только лично его преследование. Конечно. Вот это, насколько ты ощущаешь этот момент, что это показательные казни для запугивания от конкретной этнической группы коренного народа? Конечно. Представитель который поехал в Киев, участвовал в политической скажем так, мероприятии Крымской платформы. А тебя не звали туда, кстати? Меня Алим позвал. Ты был все-таки? Да, я там был, присутствовал, пообщался. Кстати, хорошее мероприятие. То есть, кстати, было неплохо организовано и правильная вещь. Но это можем потом отдельно поговорить. И человек, понимаешь, когда я еду с Киева туда, со своего дома, и возвращаюсь, это одно. А он приехал с Крыма, поговорил, был там и вернулся. Это смелость, он знал прекрасно, чем это может закончиться. Он знал прекрасно, чем это может закончиться, понимаете? То есть, например, Навальный знал точно, что его арестуют, да? Нариман не знал, он рисковал, это был очень сильный риск. Я с ним общался всего 1 или 2 раза, причем достаточно коротко. Я сказал спасибо, естественно, за то, что он делал, и высказал ему уважение, потому что он достаточно тоже, не сказать, что он резкий, но он такой четкий, понимаете? То есть он не сглаживает, он не приспосабливается, он говорит как есть, и эта позиция
операция, которая, ну, уже он цель был. Он уже был цель. После этого у них уже, видать, чаша терпения переполнилась. И они сняли его с трассы, потом показать всем крымским татарам, в первую очередь. Если можно его, если ты будешь, мы любого с ним. Любого. Смотри, там просто я тоже в мозгу прокручиваю, что можно делать для публичности, для поддержания интереса, да? Там Николай Полозов, адвокат, не знаю, знакомы вы или нет, но, да, знаком. Ну, это же наш товарищ, друг, он буквально был. Он защищал там он сейчас защищает. Уже. Он наш главный защитник, да. Вот. Он время от времени публикует письма Наримана. Да, я знаю, я репостил. И да, вот мы должны это точно все репостить. То, что, ну, не все может быть, но что вот считаешь важным, хотя бы так, да. И, наверное, надо переводить тоже, но это вопрос уже, конечно, не к нам с тобой, а к людям, к другим. Хочу спросить, помнишь ли, когда ты прилетел, я понимаю, что там эмоции, дочка, я вообще не представляю, когда увидел этот кадр, я сидел, рыдал у телевизора, когда я увидел, как ты дочь обнимаешь, потому что я сам отец, знаешь. И скажи мне, пожалуйста, но когда ты уже огляделся в Украине, в которую ты вернулся спустя несколько лет, и ты в разгар, ну, как понятно, когда тебя посадили, насколько Украина оправдала твои ожидания? Не то, что оправдала, ни в чем перед нами не виновата, но просто насколько она соответствовала тому представлению, которое ты думал, сидя в тюрьме? Ну, вот это тоже момент, который меня очень интересовал все 5 лет. Я всегда спрашивал, а что в Украине? Будет, да? Я писал в письмах, говорю, расскажите, что мне там какие-то поддержки, там что-то какие-то сказки, там стихи. А тебе информация нужна? Мне нужна информация, мне не нужно все вот это вот. Ну, режиссер, то все, он будет, надо с ним плескаться. Говорит, давайте что-то конкретно, что происходит там, такие вопросы. Мне было интересно, но что-то я узнавал, потому что из бегущей строки тоже много не узнаешь. С писем тоже много не пройдет, потому что письма, ну, все-таки они очень сильно теряли из-за своей разгильдяйства российского, ну, и специально там резали. Вот что-то я знал. И мне было интересно, когда я приеду, что же будет, потому что по отзывам у нас либо так, либо зрада, либо перемога. У нас черное и белое. Мы живем в черно-белом изображении. Но монета на ребре не стоит наша, да. Мы слишком в этом плане вот так и вот так и вот так. Ну, мир сложнее, мир многоцветнее. И мне интересно было увидеть, что же, потому что я как из заморозки, из машины прошлого прилетел. Я посмотрел, и, конечно, какие-то подвижки есть, какие-то изменения есть, но глобально, таких вот больших, прям вот, что мы другая страна стали, я это не заметил, к сожалению. Я не заметил, все говорят, что 2014 год был подъем патриотизма, там очень большой, там все я не видел, потому что я был в Крыму. Ну, ты в 19 вернулся. Да, уже это все, волна немножко сплыла. Дело не в патриотизме, получается, в изменениях. Посмотрел на Киев, ну, внешне все то же самое. Люди, ну, скажем так, их стало больше с проукраинской патриотической оппозицией, чем было до 2014 года. Но изменения системные в стране я не заметил. Что сейчас самое главное для нас? Вот прям вот, чтобы нам завтра поменять, остальное потом. Суды. Судебную систему. Да. Потому что я про это говорил и буду говорить, и это главное. Можно не делать ни одну реформу, не построить ни одного километра дорог, не построить ни одну. Но если будут суды, все само построится как-нибудь. Да, оно построится, и на этом не украдут деньги. А кто украдут, того посадят. А кто будет нарушать закон, того посадят. Все. Это номер один система, потому что с чего началось государство? Собрались люди и сказали, так вот мы друг друга есть больше не будем. Давайте какой-то уже закон давайте придумаем, что вот мы, например, не друг друга есть. Договорились. Давайте вот если вот у нас будет у каждого... Ну, обманывать не будем друг друга. Вещи. И они возле костра договорились, начали жить по закону. Люди хотят жить в безопасности, понимая, каким они играют правилам. Там, тот же призвали славяне Рюрика, говорит, мы тут бестолковые, помоги нам, поуправляй, мы вообще тут дикие люди. Понимаешь? Он пришел с законом, понимаете, он сказал, вот надо так и так. Евреи, Моисей, дай нам закон. Пришел, так, ты заговорил про внешнее управление. Это сейчас поднимутся толпы сусликов, которые скажут, мы сами обойдемся, нам никто не нужен. С чего начинается государство? Государство с того, что собрались люди и сказали, вот у нас есть закон, вот будет такой, будем его соблюдать. И они начали развиваться дальше, базируясь на этом законе. У нас есть, по сравнению с пещерными людьми, мы ушли далеко, понимаете, у нас там многоэтажки, у нас есть метро и есть мобильные телефоны, правда, тоже не наши. Но база, на которой все стоит,
она уже не работает, понимаете. Закон не соблюдается. Ну, понятно, да, если будут суды, то все будет по-другому, конечно. Все будет по-другому, но это не было сделано ни после Майдана, ни сейчас, то есть идет имитация реформ. Власть меняется, но все остается, но что-то незыблемое есть вот просто. Ну, это же не только потому, что это корень, получается, это корень. Сейчас уже вроде бы, вот уже вроде закон приняли, вот они уже упираются, вот уже сейчас, вот уже начнет заработать, но там уже поставят качели, и я не знаю, получится. Ну ладно, мы с тобой вряд ли на это повлияем. Мы можем это повлиять. Если ты считаешь, что не можем повлиять, я считаю, что можем повлиять. Не, ну, считаю, что надо лупить повлиять. скалу. Я из тех людей, которые знают, что такое лупить скалу. Все, только так, только так. Смотри, иногда, мне кажется, иногда такое ощущение несправедливости возникает, глядя на людей, на разных, да. Ну, например, Олег Сенцов, а люди уже проехали эту историю, и у них теперь кумир Баста, который Крым наш, который, и он ходит по одним улицам, вы вполне можете увидеть в одном кафе в Киевском, да, человек, который, ну, вообще там дно, просто дно, да. Иногда мне кажется, что наша страна такое большое кладбище героев. То есть вот герои у нас уютно чувствуют себя на кладбище, или когда вот в забвении, да, а мы очень быстро находим все каких-то кумиров, и вот очередная история с Усиком, очень близкая тебе, потому что это Крым, он крымский человек, не знаю, знал ли ты его тогда? Я не знал, но Польска знали, конечно, всем. Да, и ты написал про него пост, что, конечно, ты осуждаешь все, что там, да, но ты думаешь, что написал, я не буду цитировать дословно, нет времени ни к чему. Ну, смысл того, что, что типа, давайте решим, будем ли мы его осуждать или будем его перевоспитывать. Вот мотивируй, как можно перевоспитать, способ перевоспитания. Тут просто очень простой способ. Я начал с чего? Давайте возьмем статистику. Вот у нас есть население Украины, сколько у нас патриотичных, скажем так, вот такой-то кусок. Это меньше половины, да. Есть откровенные ватники, а есть как бы болото. Это вот, ну вот правда такая, это показано, на это наша статистика. Как мы будем увеличивать число наших патриотов? Должны расти детей, это понятно, это главный акцент, понимаешь, там тоже очень большие проблемы, потому что дети смотрят русскоязычных блогеров, да, ютуберов, да, и процент роста, что вот мы там видели, оно сейчас плохо, но вот мы видим подрастающее поколение, подростков, детей, там все хорошо, нет, там все нет, очень я видел молодых тинейджеров совсем, которые да, пели какие-то русские рэпы. И это большая проблема, то есть это нужно работать, это номер один задача, значит номер два, пытаться этих людей, которые занимают пограничную позицию, на себя перетягивать, сказать, ребята, смотрите, ну, все правильно, а вот там неправильно. И с ними нужно работать, потому что, ну, слушайте, все это делали, там, например, там, пусть может быть плохой пример, но советская власть, да, вот она захватила власть, когда, да, она делала свою пропаганду, приходила и говорила, смотрите, вот так правильно, справедливо. У них был красный террор и хорошая пропаганда, получается. Ну, я думаю, что... У нас сейчас нет террора. Но у тебя же нет иллюзий, что его можно перевоспитать. У меня нет иллюзий. Я просто на этом примере проблему раскрыл. К другим. В принципе, да. Не говорю, что мы сейчас возьмем и представим Усика. Я так и понял, я хотел уточнить. Я просто на этом примере конкретно показал, смотрите, вот этот человек, вот такой сейчас прилетает. Но эта проблема шире. Конечно, шире, чем Усик гораздо. Да, чем Усик. Может быть, него не изменим. Он сейчас поедет с поясами в Крым, там будет обниматься со всеми этими самыми, и мы уже ничего с ним не сделаем. Это будет, но он причинит там больше вреда, потому что будет про это говорить. Да, мы там увидели Украина, Симферополь, там флаг, все это хорошо, но он может дать хорошее интервью и сказать, как надо врагам, а не как надо нам. И, может быть, поработать с ним, как надо нам. Да, я тебе даже проще скажу. Придет в спортивную школу, а на ней российские флаги висят. Ну, и к тренеру своему. Это уже это уже большая проблема. Но я говорю про то, что есть другие люди, которым можно работать, и можно их на свою сторону потихоньку. Потому что нужно нам не закрывать ворота и сверху заливать всех лавой, понимаешь, а открывать и говорить, ребята, заходите. Это одна крайность, совершенно с тобой согласен, потому что за сердца надо бороться, за умы. Многие люди мне даже пишут, что вот мы не знали, вы нам объяснили, спасибо, наверное, тебе тоже так говорят, да? Но есть и другая крайность, это облизывание предателей. Вот я не могу. Стокгольмский синдром, это не про нас, не. Это нужно что-то понять, кто враг, и там только капитуляция. Усик враг. Скажем так, это человек, который не является открытым врагом, это человек, который наносит вред Украине тем, что он под украинским флагом пропихивает московский мессенджер.
этим он... Это пособничество называется. Да. Пассивное, либо активное, это можно про это спорить. Он искренне в этом я не сомневаюсь, что он искренне в своих заблуждениях, но это его не оправдывает. Какое-то имеет значение. Это его не оправдывает абсолютно. То есть есть люди, которые там эти вот циничные все эти сволочи с российской телевидения, которые все понимают, все знают, вообще все понимают, но они, которые вот это делают свое намеренно. А есть как бы вот такие вот полезные товарищи, которых используют. Это один из таких примеров получается. Но могла быть другая история, например. Усик мог остаться в Крыму, принять российское гражданство и биться сейчас под российским флагом. Может быть, и легче было бы так. Не знаю. Украины. Вот не могу сказать, что хорошо, что плохо. Мы маємо, что маємо, и работаем, что есть. Пляшем от печки, понимаете. И вот есть у нас Усик, который может причинить вред, а можно его потихоньку, хотя бы он меньше вреда применил, понимаешь? Там. А может, ему нарисовали перспективы? У нас же уже спортсмен-мэр, у нас артист, президент. Не думаю, что... Когда-нибудь создадут объединенную партию оппозиции «Славянское братство» или «Славянские витязи», или что, я не знаю, это как это опасно, и вряд ли он будет там лидером как таковым, а картинка он может быть однозначно получается. А ты вспомни, я не буду говорить, я не оцениваю личность Владимира Зеленского, но просто его, вот как ему сказали, видимо, пиарщики, или сам он это понял, он вообще же молчал до выборов практически. Ну да. Но молчать придумать своего Зеленского. Поэтому кто-то боялся, кто-то восхищался. И с Усиком та же самая может быть история. И тот же Зеленский, когда вышел, потом начал говорить, какая разница, а через 2 года он уже стал практически как бы таким патриотом, который борется с Россией. Просто он пришел из другого мира, он пришел оттуда, где не было войны, он жил без войны. Пришел сюда на кресло, в котором нужно иметь только эту позицию, либо ехать в Ростов. Он принял эту позицию очень хорошо, это показывает, что можно влиять на это. Слушай, тебя, мне кажется, одинаково не любят люди Зеленского и люди Порошенко в широком смысле. Это их проблема. Это так или нет, я спрашиваю? Я не знаю. Понимаешь, вот то, что зайдешь в интернет, кажется, что тебя просто не видят все и хотят твоей смерти очень быстро. Но это ты тролли не читаешь. А выходишь на улицу, я за 2 года не встретил ни одного человека, который сказал мне, знаешь, Синдром, что-то ты не очень. Это потому что там троллями все забито. Ну, есть и люди, которые так думают. А есть люди, которые, реальные люди, которые просто сидят на конкретной зарплате, им говорят, комментируй Сенцова. Иди и комментируй Сенцова. Это понятное дело, что там много грязи, очень агрессии. Но и люди все равно, даже люди, которые ты знаешь лично, которые люди реальные, они там более агрессивные, чем в жизни. Понимаешь? В жизни такого еще не встречал. Я вот сейчас приехал... Когда ты не можешь по морде отхватить, знаешь, что смелость ты проявляешь. Ну, слушайте, это такое. Я просто проехал сейчас с городами Украины с литературным туром и был на Востоке и на Заходе. И, слушайте, у нас классные люди в регионах вообще, ну просто обалденные. Молодежь такая. Ну, на тебя кто ходит, ты же понимаешь? Я понимаю, что ходит такое уже ядро, но оно есть. И оно есть, оно несет, и нужно его поддерживать, нужно развивать, потому что иначе этого не будет. Раньше этого не было, понимаешь, у меня есть знакомые... Вот я спросил, в чем разница между той Украиной и этой? Да, однозначно есть. Да. И до 2014 года там какие-то даже на Западной Украине были места, где вышиванку одеваешь, и так смотрели косо, понимаешь. Сейчас такого нет. Сейчас люди гордятся, что не украинцы, понимаешь. Сейчас они гордятся, что у них есть вышиванка. Это не считается чем-то таким зазорным, таким какой-то селянин. Нет, ты одел вышиванку, тебе... Ты гордишься этой одеждой. А дети учат украинскому? Да, дочка хорошо знает, и сына больше проблемы, но ну и плюс из-за того, что у него там определенное развитие, занимается с ним украинским, у него хороший прогресс. Да. А ты взял учителя украинского? У меня нет учителя украинского, я учусь самостоятельно, общаюсь просто на украинской мове, и кажется, выходит же даже... Ну, короче, типа меня такой, самоучка. Ну да, я как-то так. Вернемся к вот этой войне смыслов, да? Фронт стоит вроде как, людей убивают каждый день, фронт не двигается, но я чувствую последний год, по крайней мере, как знаешь, это, говорит, к нам зашли с тыла. Концерты, стало более лояльное отношение. Баста, он не может сюда, в принципе, въехать, он крым-нашист, но он тут. Моргенштернов тащат, хотят там все. Ну, просто по афишам видно. Вот возьмешь афиши, и тебе, пожалуйста, как в Тамбове, я прошу прощения, сидишь. Лобода, да. Слушай, для меня это люди-предатели, которые... Да, там Баста, он как бы русский, там все, оттуда он просто приезжает сюда что-то пропихивать. А Лобода, там Лорак, они дают там концерты, они снимаются в рекламе,
они всеми там и обнимаются, все это передача, это все легитимизация, вот они типа с Украины, вот они как бы хорошие, все. Они абсолютно там ассимилировались, получается, и предали уже нашу страну 100 тысяч раз, понимаешь? Ну, слушай, мы морально им читать не будем же. Ну. Приезжают сюда, они дают концерты, зарабатывают деньги, это все окей. Я же не про них это спрашиваю. Не должно быть такого. Правильно. Вот давай теперь конкретики. Я люблю, чтобы был какой-то выхлоп конкретный. Вот Игорь Кондратюк, не знаю, знакомы вы или нет, да, прекрасный человек, близко, мой товарищ, знакомый, он очень хороший, очень порядочный, действительно, и понимающий человек. Он создал петицию за полный запрет концертной деятельности представителей страны оккупантов, всех, до восстановления территориальной целостности Украины. По-моему, прекрасно. Ты за? Конечно. У меня была еще такая подидея, хотя Кондратюк меня раскритиковал. Я говорю, ну давайте с них брать военный сбор с каждого концерта, и тогда ни одного Макаревича вы тут не увидите. С одной стороны, да, есть люди, которые нас поддерживают, тот же Макаревич и остальные, их немного. Их немного, потому что это очень в России рискованно. Даже люди, человек, если не считает так, но говорить вслух об этом не многие рискуют, понимаешь? Потому что есть что терять, особенно если ты как бы известный, тебя перекроют крантик. Скажи, а с чего ты сделал вывод, что Макаревич за Украину поддерживает? Но он приезжал сюда и давал концерты платные. Да. Слушай, нет, это не поддержка, это коммерческая деятельность. Лучше так, чем вообще никак, понимаешь? Чем в Крым. Чем в Крым, понимаешь? Окей, второй вопрос задам. У меня один, не буду просто, это личная переписка, один знакомый недавно брал интервью у него. Макаревич? Да. Он пытался и так, и этак, пытался спросить его про Украину, и как я и предполагал, я ему говорил до этого всегда, что ты не получишь ни одного ответа, потому что я был на концерте здесь год назад или два его в парке Муромец, значит, чисто only business, just business, ничего личного, отыграли ни слова, ни Украина, ни привету Киев, не то, что слава Украине, там смерть врагам героев, не то, что там хотя бы 3 рубля на военных медиков, хотя собирают русские люди, простые, собирают, вот они Домбровский, они кидают деньги из России, миллионы на медиков, да? Вот, и, значит, а человек, который достаточно жирный, богатый, который гастролирует, который здесь зарабатывает деньги, да, вот, у него не находится ни времени, ни желания говорить об этом и помогать. А почему мы считаем таких людей своими друзьями? Мы что, какие-то меньшевартые? Нам что-то достаточно малого? Значит, смотри, во-первых, нужно понимать, что он российский гражданин. Это раз. То есть у него в любом случае свои интересы и своя страна, он не будет считать славу Украины, от него этого ждать. Это раз. Я просто не оправдываю, я просто констатирую, получается. Плюс известная поговорка, что все российские либералы заканчиваются на украинском вопросе. Это правда. Это столько правда. Это верно про точно. Всех, включая Бродского, который провел полжизни в эмиграции. Нет, да, и все равно... известные империалисты, это мы знаем. Да, хорошие стихи, но позиция... Представляешь, как ужас, да, вот так рассуждать. Человек всю жизнь провел в гонениях, и как только появилась возможность унизить Украину, он это сделал из Нью-Йорка. Слушай, всегда вот в них это сидит, это правда. Даже самых лучших. Если перейти конкретно к Макаревичу или к другим, они постоянно получили по шапке тогда и понимаешь, что каждое их слово пройдет, то это вот такие да, вот. Они просто сказали, не хочет молчи про Украину, будут концерты и тут, и там. Вот. И так он делает. И тут можно осуждать, можно не осуждать. Это еще какая-то дискуссия. Может Скажи, быть. но это может вызывать симпатию, скажем, такое поведение? Оно не может вызвать симпатию человека, который представитель воюющей страны, которая напала сама оккупант. Ну, не может, потому что мы на другой позиции, пойми просто. Вот мы ждем от них того же, что я ничего не жду. Я не нужно их называют ждать. Нашими друзьями, но друг хотя бы говорит, я тебя люблю, я с тобой, там, можешь на меня рассчитывать. А здесь такая дружба за билет. Слушайте, это еще как-то можно продискутировать. Понимаешь? Про Лободу с Моргенштерном нельзя дискутировать. А Моргенштерн с Лободой и с Бастой уже здесь. Давайте мы сосредоточим вот на этих вот откровенных как бы ватниках, которые пропихивают это все. Ну, я согласен, да, это первостепенные враги. Да, это уже такое, можно поспорить, поговорить польза, не польза, друг, не друг, а здесь враг приехал. Здесь приехал враг, и он к нам здесь. Вот это проблема. И я считаю, правильно запретить, потому что это даст возможность нашим развиваться. Потому что, например, в кино это заметно, потому что... Очень. Да в музыке тоже. Подпольно все равно еще снимается здесь сериалы. Ты не знаешь, что здесь Нет. Российские сериалы снимаются? Ты не знал, что ли, этого? Серьезно? Конечно, снимаются на русском языке сериалы для Москвы, для России. Продолжают сниматься здесь, потому что все равно дешево снимают. А как запретить это?
Трудно, нужно на этом заниматься, конечно. Если приезжает открытая Баста, у которого есть плакаты, и у которого есть российская форма «Крым наш», это делается в открытую, то съемка, которая не знаешь, что там сейчас снимает где-то там в павильонах, либо на улочках, ты же не знаешь, что смотри, там это делать. Баста как бы берет весь грех на себя, и, типа ему можно, а их этих как бы не поймаешь, это тяжело отследить. Это больше по моральным, скажем так, позиции работников. То есть я многих знаю, которые, мы не будем там, кто заказчик? Россия? Нет. А это много присутствует здесь, к сожалению, до сих пор. Да, ты мне новости рассказал, конечно. Но я думаю, что страна должна знать своих героев, и это никакое не стукачество. Если кто-то знает, что снимается, надо об этом писать открыто. А что произойдет? Ты знаешь, моральное суждение, оно, как это ни странно... Уже правый сектор не приезжает, понимаешь? Да, мне, кстати, интересный вопрос. Хотел бы задать представителям правого сектора. Это не ко мне. Послушай, Олег, вот смотри, когда гей-парады... что я не в самом секторе состою. Когда ЛГБТ-прайд, например, какие-то люди встают в 7 утра, едут откуда-то, приезжают, что-то кидают и уезжают, потому их нет. А когда выступает Баста, например, или кто-то, я что-то ни одного в нашего... Причем, знаешь, что раньше было? Раньше не блокировали так. Сейчас не только правый сектор, нету никого. Ну, тоже можно даже не конкретно про правосеков говорю, а в принципе, где наши правые? Почему это... То есть, смотрите, неужели гей и лесбиянка это большая угроза, чем российская агентура вот эта? Ну, тут да. Вот как-то не сходятся у меня в голове вот эти все вещи. Да. Смотри, зачем тебе... Я тут чистый лист, я не смотрел «Носорога». Я смотрел только трейлер. Я шапочно знаком со своим главным актером, просто 2 раза его в жизни видел, симпатичный очень парень. Вот, Серега Филимонов. Уже исправил, кстати. Да. Вот. Я трейлер просмотрел. Зачем нам сейчас, в 2021 году, в Украине снимать кино в эстетике русских 90-х? Хорошо, хороший вопрос. Ну, ответ будет ширше. Да, отвечай. Ну, во-первых, это творческая идея режиссера Сенцова, который посчитал для себя, что ему нужно про это говорить. Просто история там моего знакомого личная, и она внутри, это главный стержень, личная история человека, его трагедия, который прошел очень кровавый и сложный путь. И мне хотелось это показать, просто как режиссеру. Это давно тебе хотелось? Это давно, еще с 2012 года, и я от нее не отказался. Хотя есть другие сценарии. К сожалению, нет сейчас сценария про Майдан, про тюрьму, про войну, потому что, объясняю всем, они придут, когда это все остынет. Я не могу снимать сейчас про Крым, когда он все еще оккупирован. Не могу снимать про войну, она все еще идет. Не могу снимать про Майдан, но... Ты имеешь в виду художественное кино не можешь снимать? Художественное кино. Я не могу про это снимать, мне... тяжело. Ну, вернемся, да. Да, я к этому приду тогда, когда это все немножко это личное дело Творца. Да. Это и многие от меня ожидают, слушайте, говорю, я и так занимаюсь гражданской работой больше, чем творчеством, дайте мне уже какую-то отдушину, чтобы я делал то, что надо, и то, что мне интересует. Это одна ситуация. Вторая 90. То есть какой смысл государства про это говорить, что здесь интересно? Во-первых, это кино снято не в эстетике российских фильмов про 90-е. То есть оно другое, и по художественности... Это не «Брат 2», я тебе так Это не «Брат 2» и не «Брат 3», и это для меня был лучший комплимент. Люди представляют, сказали, это точно не «Брат», отлично. А они опасались все-таки? Ну, все опасались. Видя афишу, да. Все это опасались. Ну, все равно криминальные драмы, они определенно, все равно есть у него какие-то лекалы, они все равно друг друга все похожи. И Скорсезе, и Балабанов, и Гай Ричи, они все как-то вот они в одной существуют примерно поле. Это не может быть что-то большое, радикально другое. Но все равно как бы у художника есть свой стиль. Если у тебя есть свой стиль, значит ты действительно творец. Вот. И это у нас такого не было. Сейчас у нас это есть. Фильм про 90-е, и мне за него не стыдно. Однозначно не стыдно за свою работу. Там есть, конечно, можно было сделать лучше с художественной стороны, но у нас есть уже какое-то кино про 90-е. Что оно несет? Мы мало осмыслили вообще этот период. То есть мы страна, которая травмирована Советским Союзом, войной Второй мировой, и травмирован 90-е. Когда сломалась система государства, вот она была какая-то, верили, не верили, она какая-то была. Потом за 3 дня сказали, все, это все фигня, этого сейчас нет, это все было вранье. У людей был вакуум. Вакуум власти, вакуум очень сильно ментальный. Начали в законы улиц, поднялись те, у кого сила, у кого Но не кулаки. поздно про это говорить сейчас, или все-таки надо про это? Никогда про это говорить не поздно. Никогда про это говорить. Это наша история, не такая далекая, которая на нас повлияла и все еще влияет. Потому что люди, которые тогда, скажем так, правили страной эти банды, кого-то там поубивали, посадили, но
время чуть изменилось, эти люди, кто-то единицы поднялись наверх, и они занимают ключевые места. И иногда фотографии стадиона «Динамо» из вип-ложи напоминают мне выросших пацанов из 90-х. Это все ребята из 90-х, все ребята, эти выжившие носороги, понимаешь, и они задают вообще тон стране, понимаешь. Вот их вот отношения, их вот эти понятия, они уже не стреляют, как бы, да, сильно, но это все осталось, у них отношения, и они управляют страной. У нас такой был президент, и его вся братва, это, что привело потом к Майдану. То есть носорог — это постепенно отслеживание всего, потом. То есть это абсолютно украинская история? Абсолютно, 100%. Хорошо, посмотрим. Не буду дальше, не буду себя выпытывать там всяких смыслов. Да. А считаешь ли ты, что режиссер Балабанов, конкретно снявший фильм «Брат», является одним из строителей русского рейха, русского представления о превосходстве над другими, и это привело к войне? Однозначно. То есть это не привело, потому что он снял «Брат» или «Брат-1», но это, особенно «Брат-2», это был очень большой, это был конец 90-х, начало этого подъема Путина, и Россия снова начала вставать с колен. В ноту, потому что это не потому, что он снял фильм, и люди стали в это верить. Это не потому, что пришел Путин, и он сказал, что делать, и все за ним побежали. Нет, это люди, они этого хотели всегда, понимаешь? То есть и Балабанов... Ты прям моими словами говоришь, бальзам на душу. Это продукт ожидания россиян. Так, да, потому что их имперские амбиции очень глубокие. Я всегда про это говорю, потому что это очень большая проблема. Это надо пояснять западникам, кстати, это сильно. Очень большая проблема. И пока Россия не пройдет очень глубокие изменения политические через какую-то революцию гражданскую, когда с кровью этот гной выйдет, пока они не лишатся больше или хотя бы части весомой своих территорий, когда мы сможем вернуть Крым, Донбасс и Приднестровье, и грузинские территории, и те, которые были захвачены Россией, которые хотят свободы, и Россия будет жить там, где существует ареал жизни россиян, русских, этничных, и они наконец-то пройдут путь, который прошла Османская империя, которая прошла Австро-Венгрия, начиная с Римская империя, да, и Великобритания и Швеция, которые были большие империи, влияли на всех, а потом стали маленькие, стали просто Австрия, простая страна, и уже нет никаких у них давно амбиций. Пока Россия не пройдет, это последняя империя у нас осталась сейчас. Такая. Веришь ли ты в то, что там есть силы, способные вызвать внутреннюю революцию в нынешних условиях? Понимаешь, ждать революцию, которая, как мы ждем, что вот придут и демократы, все откуда-то появятся, неизвестно откуда эти прекрасные люди, россияне выйдут, сметут как бы Путина и скажут: все, вот мы отменяем демократию, сейчас, когда даем Крым, Донбасс, выпускаем всех пленных, выплачиваем репарации и начинаем жить миром, такого не будет. Это в сказках так бывает. Даже для фантастического кино это перебор. Это не бывает. Но пройти серьезный глубокий кризис, внутренне приведший к распаду России и перевариванию... Что для этого нужно на практике? Поражение в войне, голод, разруха, как в 90-е. Можно быть, разные причины приводили к распаду большого государственного образования на этой территории в 17 году и в 90-м минулого столетия. То, что Россия к этому движется, это однозначно. Нам надо помочь ускорить этот процесс. Вот, это главная наша стратегия. Может, мы в это не играем. Мы играем в какие-то переговоры. Мы с ними играемся и думаем, что мы с Путиным о чем-то договоримся, как он вернет Крым. Это абсолютно тупиковая стратегия, ни к чему не приведет, только к замыливанию глаз, что мы что-то делаем, понимаете. Мы должны бороться и быть активными и делать все, чтобы Российская империя раскололась раньше. Мы это все увидели на своих глазах. Знаешь, для этого нужно еще... Вот недавно кто-то умный человек сказал, или где-то даже какое-то мероприятие было с представителем народа Эрзия. Народа Эрзия — это коренные народы, это финно-угорские народы, это коренные народы, это индейцы, грубо говоря, Московии, которых они ассимилировали, уничтожили, но часть осталась, да. Мне кажется, так вот, если бы государство Украина действительно было стратегическое планирование будущего на 10 лет вперед, нам нужно работать с этими сейчас меньшинствами, которые потом станут странами. Якутия, Бурятия. В Якутии очень сильное настроение националистическое. Да, они ненавидят русских люто, да. Я знаю прекрасно. Есть за что. Все украдено. Все украдено, все вывозят. Да. Я просто был в Якутии в лагере, и там тоже местное телевидение показывает, вот, как они живут, получается, что вот там при таких богатствах они живут в двухэтажных, ну не весь город, половина города это двухэтажные бараки, где туалеты на улицах, в Якутии, где минус 50, понимаешь?
при этом где алмазы, там куча полезных ископаемых, все вывозится, и якуты очень, очень недовольны. Я вот даже, знаешь, тут есть организация А якуты люди, которые не боятся смерти. Это правда. Народы Эрзия, можно тут, вот есть уже у нас президент Эрзия, избранный здесь, есть в изгнании. Уже есть, знал. Да. Ну все, так надо вот, есть куча народов еще. Вот на чем мы должны показывать им, что вот и вы можете быть свободными так же, как украинцы. Вырвались, да, вы маленькие, да, но у вас будет свой шанс, вы должны быть к этому готовы. Почему Путин так жестоко и целенаправленно борется с Украиной? Он не хочет, чтобы Украина состоялась как проект политический. Потому что иначе все в Украине скажут: ого, и мы так хотим. Мы хотим, чтобы у нас было так же. Скажи Поэтому мне, делать все, чтобы не были успешными. Олег, твое мнение. Вот я всегда говорил с самого вот начала, как я здесь оказался, к счастью, я говорил, что самый главный рычаг против Путина, который вот дратует, раздражает, заставляет делать ошибки, истерить, это говорить о Крыме. Как только Зеленский вернул крымскую риторику, да, как только он внес в Раду и проголосовали закон о коренных народов, первый рамочный закон, в которых утверждается, кто такие крымские татары, что они имеют право на свою землю в составе Украины, на политическую автономию и так далее. Это база под всем этим, да, под этим перечнем изменений законодательно. Путин лично вскочил и начал истерить. Это значит, там яйцо Кощея лежит. Потому что Крым – это то, на чем сейчас базируется путинская власть. Она базируется на поддержке. Потому что в той же тюрьме, опять же, общаясь с широким числом людей, Путин ненавидит половину, если не больше. Просто но за Крым наш страшно. Практически все. Да, вот. Да. Вот в чем дело. Поэтому для него потеря Кремля не такая проблема, как потеря Крыма. Вот это его яйцо Кощея, с тобой согласен. Нужно туда бить как можно сильнее, а есть чем бить. Потому что у нас есть коренной народ, который имеет на это право и имеет на свою политическую автономию. И следующий закон, который мы должны принять уже давно, это закон про национальную татарскую автономию в составе Украины. Все очень просто. И у нас должен быть танга с официальным флагом Крыма. Все ты знаешь, что до сих пор флаг Крыма вот с российских колерах висит, например, в прокуратуре Крыма здесь. Потому что я был недавно на Чонгаре, там на КПВ, и приехал, там есть, кстати, полиция Крыма, крымское отделение. Есть. И у них эти флажки, говорю: ребята, как российский флаг, да. Ну, она из российского флага. Да, как так? Ну, а чем мы делаем? Причем, знаешь, так интересно, форму дали, но это формализм чистый, потому что и у русских там точно такой же флаг этой республики Крым, вот это, и у наших такой же, вообще, конечно. Значит, символы имеют значение. Символы имеют значение однозначно. И даже то, что это будет, допустим, правительство Крымско-Татарской автономии в экзиле, это огромный козырь, например, да, о чем мы давно говорим. Конечно, и я не понимаю, почему до сих пор это не сделано. У нас, кстати, знаешь, у нас есть часть Крыма географическая, вот эта стрелка арабская, она же географический Крым, вот эта часть. А территориально... Там можно такой Тайвань сделать, например. Конечно, однозначно. Почему я тебе сейчас отвечу на этот вопрос? Ты задал его, может, не мне, я тебе отвечу, почему не сделано. Потому что находились всегда люди. В правительстве Порошенко я просто знаю. Вот. У меня везде есть свои люди, которые что-то рассказывают. И я без имен, но просто интересно. И в этом правительстве, и в этом офисе президента, и в том офисе президента были такие люди, которые... Везде есть хорошие люди. Да, но я не про них сейчас. Которые, значит, серьезные люди обсуждают. Давайте сделаем там изменения в Конституции, давайте поддержим Крымстар, давайте международное регулирование. Все. Встает какой-нибудь и говорит: вы знаете, крымские татары — это турки, они хотят увезти Крым в Турцию, поэтому это опасные люди, то есть произносят речи екатерининских времен еще. Ну, нам так всегда вдалбывали, слушай. Да, но неужели... Да, это я понимаю. Это же легенда еще. Смотри, вот как евреев преследовали. Миф о младенцах крови Маце, депортация из Испании, потом они по всей Европе, все такое прочее. Как крымских татар. Почему забирают у них землю, выгоняют? Потому что агенты Турции, потому что. Сталин выселяет, потому что он хочет воевать с Турцией, например, тоже, и показывает, что это агентура чужая, он нас делает там предателями Родины, да? Но когда ты это слышишь от представителя президента в 2021 или 2019 году, у меня, значит, так думаю, Слушай, это такая даже не российская, а советская риторика, потому что помнишь, что это было всегда у нас, всегда про это говорили, и в Крыму это был единственный регион, где было 2 батальона Беркута.
Один стоял в Симферополе, другой в Перевальном. Везде один батальон, у нас два батальона Беркута. Почему? Ждали крымских татар, которые в случае чего сразу же достанут ножи, начнут всех резать и потащить нас в Турцию. Что произошло, когда пришел нас враг, откуда мы не ожидали, кто-то не ожидал, кто-то ожидал, пришла Россия, татары были первые, которые выступили и готовы были выступать за реальную борьбу, если бы чувствовали какую-то поддержку с центра. Я спрашиваю режиссеров. Мне говорят в ухо, что минута осталась. Можем мы на какое-то время продлить эфир? Ну, чуть-чуть. Ну, пожалуйста, Алие. Нет? Ну, серьезно. Минуты 3 можно? Да, прекрасно и так. Вот. Я очень надеюсь, что эти законы будут приняты. Закон про национальную татарскую автономию будет принят. У нас будет изменен флаг. Мы будем делать, это будет точка входа в этот процесс. Будем долбить до тех пор, пока этот колосс не зашатается. Он пока не очень шатается. Мы бы хотели, чтобы он упал. Он пока не шатается. Пойдет, погребет под себя всю эту вату. И Россия перезагрузится. Потому что мы не сможем отделить Россию рвом с крокодилом. Она будет там всегда. В таком виде отделять ее не имеет смысла. И в наших интересах, чтобы она произошла не только в том, чтобы вернули Крым и Донбасс, не то, что прекратилась война, не то, что выплатили репарации, контрибуции, вынесли публичные извинения, а в том, что они, как страна перезагрузилась, перестала быть империей, которая хочет нас завоевать. Потому что нам это оставляет... Ну, это германский вариант. Ты говоришь про германский вариант, на самом деле. Ну, это единственная стратегия, потому что иначе эта война будет навсегда, понимаете? Тогда нам нужно строить, как в «Игре престолов», в стену, с одичалами, вся эта история. Это очень дорого, у нас нет таких Но в том, что в итоге русский рейх будет разрушен, у тебя сомнений нет? Однозначно, я в этом не сомневаюсь. Желаю тебе огромных успехов в творчестве. Ты столько времени провел не там, где должен был провести. Вот ты чувствуешь, да, вот это потерянное время? Ты пытаешься его наверстать? Нет, вообще не чувствую. Я там не считаешь, творил очень много, я не считал, что я потерял ни дня. Я работал над собой и работал над своими черновиками. Много что есть, книги, сценарии, записки, там очень много всего. Спасибо, что пришел. Спасибо за поддержку. Рад. И мы за тебя всегда. Да. Были, есть и были. Олег Сенцов был на телеканале АТР. И прошу прощения режиссера нашей трансляции «Прекрасная Илья» за то, что мы немножко протянули время. А наших зрителей прошу подписываться на Patreon нашего канала. Знаете, любая копейка, она все равно имеет значение, потому что солидарность превыше всего. Русский рейх будет разрушен только совместными усилиями всех людей доброй воли в любых странах мира. Всего вам доброго, смотрите АТР.